Салам алейкум, хурметли милләттәштәр, һаумагыз дуслар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я хотел бы поговорить о теме, которую, в принципе, я долго избегал, не хотел, скажем так, да, поднимать эту тему, но ввиду того, что определенные лица постоянно эту тему муссируют, постоянно, скажем, ее продвигают в массы, я вынужден записать, да, это видео. Но я буду обходиться общими словами, потому что, не переходя на личности, потому что идет священный месяц Рамадан, и чтобы как бы меньше было гайбят-то, да? Вот. Что я хочу сказать. В последние месяцы у нас в башкирском обществе, в том числе и в башкирском национальном движении, появились некоторые люди, которые вместо того, чтобы обсуждать проблемы башкир, которых очень много у нашего народа, они начинают обсуждать других башкир, копаться в прошлом, кто когда, какая организация была создана, под кем она ходила, чем она занималась, то есть кто что говорил, кто куда призывал, кто что записывал. Вот вся их деятельность сконцентрирована вот только вот на этом. Обсуждение, обмывание косточек, какие-то там исторические там из прошлого какие-то моменты, вот, а кто что-то ты сказал тогда, а где ты стоял там в то время, почему ты там был, а почему там тебя там не было. Вот это все, я считаю, очень контрпродуктивно для нашего башкирского общества. Вместо того, чтобы обсуждать проблему башкирского языка, да, который на сегодняшний момент реально практически сдал все свои позиции в результате целенаправленной политики Москвы, целенаправленный вот этот лингвоцид идет, да, убийство языка, когда молодое поколение башкирское не разговаривает практически уже на башкирском языке, когда прекратилось практически любое образование на башкирском языке. Вот. Есть реальная проблема. Вместо того, чтобы ее обсуждать, как-то там поднимать этот вопрос там, перед властями, там, организовывать какие-то, я не знаю, там, пикеты, там, даже одиночные хотя бы, да, с требованием вернуть там, обязательное изучение башкирского языка, там, еще что-то. Этого нету. Вместо этого идет, еще раз говорю, обсуждение каких-то там, кто чем занимается, кто что сказал. Вместо того, чтобы обсуждать проблему Республики Башкортостан, которая превратилась в колонию, самую настоящую колонию, бесправную, лишили всех полномочий, там, поставили нам какого-то гауляйтера, забрали там должность президента, искромсали всю конституцию, убрали суверенитет, все наши природные ресурсы выкачивают. Вот эта проблема, да, как бы обсуждать можно, то есть не переходя там какие-то там рамки, не переходя какие-то границы, за которые можно там привлечься по уголовному делу, но обсуждать реальное положение вещей. Этого нету абсолютно. Вместо того, чтобы обсуждать, допустим, там хамское поведение русской общины у нас в Республике Башкортостан, вот это проведение русских маршей, там какие-то рейды они устраивают, там идут наезды на мусульманский мир, вообще на мусульман. Вот это бы обсудить проблему, да? Нет, абсолютный молчок. Обсудить бы проблему того, что непропорциональное количество башкир сегодня погибло на этой войне. Вообще жители Республики Башкортостан, что мы занимаем первое место, но можно тоже этот вопрос поднимать. Не дискредитируя там, да, то есть не стараясь попасть под уголовный там какой-то кодекс. В любом случае это можно поднимать, эти проблемы. Этого ничего нету. То есть никаких проблем в Республике Башкортостан не существует для этих определенных там башкирских деятелей. А есть вот те темы, которые они постоянно из раза в раз мусолят и обговаривают, встречаясь там друг с другом, записывая какие-то видео, монтируя какие-то там сюжеты о том, что где ты был тогда, что ты делал там, что ты сказал. А вот мы считаем, что ты работаешь там на Хабирова, там, на Хамитова, на Рахимова. Ребята, судите. Я вот обращаюсь к этой определенной группе лиц.
Еще раз говорю, не буду называть фамилии, но мне кажется, наверное, многие поймут, о чем и о ком я говорю. Еще раз говорю, ребята, судите по делам. Вместо того, чтобы говорить, кто на кого работал, кто чем занимался, судите по делам и по сегодняшней действительности. Чем та или иная организация занималась, что она делала, какие вопросы или проблемы она поднимала, в каких митингах или акциях она участвовала, какие мероприятия культурно-массовые или спортивные она устраивала. Вот, надо смотреть. И по сегодняшней ситуации, где сегодня эта организация, существует она или нет, и почему она не существует. Если она не существует, то почему она не существует? Где эти люди, которые были в этой организации? Где они сейчас? Что с ними сейчас произошло? Вот вы сидите, вы на свободе сидите и несете откровенные, вредные как бы, действия по отношению к башкирскому народу. Откровенно раскалываете башкирское общество. Откровенно гайбят говорите, да? Это вот реально, да? И вы на свободе, как бы с вами все нормально. А те ребята, которых вы обсуждаете, они сидят в застенках. Мало того, тут еще некоторые деятели начинают смеяться над теми, кто сидит. Вот он не так сидит, с ним не то происходит. А где он был тогда, а что он делал это? Какие-то конспирологические заговоры. Ребята, египтер, если вы египтер на самом деле, занимайтесь реальными проблемами башкир. Занимайтесь тем, что реально волнует башкирское население. Не кто что когда-то сказал или кто что-то сделал, кто с кем встречался, а то, что сегодня происходит в Республике Башкортостан. Вот этого я от вас вообще не вижу. Вот, обращаясь к башкирской всей общественности, я вот попросил бы вас обратить внимание вот на тех деятелей, те, кто раскалывает сегодня в это сложное и трудное время для башкирского народа, те, кто раскалывает этот башкирский народ, те, кто делят на тех и на других, и накидывая тонны грязи, вытаскивая из прошлого какие-то мутные случаи, истории, и переворачивая их, оборачивая их в какую-то обертку и подавая этот продукт населению нашему. И я говорю сейчас не о хабировских пропагандистах. Я сейчас говорю о тех деятелей из башкирского народа, которые якобы считают себя какими-то независимыми правозащитниками, какими-то общественными деятелями независимыми. Вот я о них говорю. Вот вы, вместо того, чтобы обсуждать реальные проблемы башкирского народа, вы сейчас делаете откровенное зло и вред для башкирского народа. Вот откровенные. Ваши вот эти действия со временем, конечно же, будут очень тщательно рассмотрены, и вам вынесен будет вердикт от башкирского народа. Чем вы занимались в это сложное время и что вы делали? Некоторые из этих людей, я считаю, что вполне порядочные и очень много сделали в свое время для башкирского народа, но сегодня они обмануты, и вот они ведомы определенными людьми, которые сознательно разжигают вот это вот. Чисто, я не знаю, что ими движет, для чего они это делают. Или это их личные какие-то там обиды, да, какая-то месть за что-то. Или это им сверху говорят это делать. Я не знаю, я не буду, скажем так, никого оговаривать. Еще раз говорю, идет священный месяц Рамазан. Но я бы попросил башкирскую общественность внимательно присмотреться к этим людям и понять их мотив, для чего они это делают. И что они делают. Вот вижу, что там некоторые там ставят им лайки, там пишут, что вы правильно все делаете. Еще раз говорю, что надо всегда как бы понимать, что они несут вот этими своими действиями, что они хотят сделать вот этими своими действиями. Они не критикуют власть, они не критикуют там Москву за все те действия, которые ведутся сегодня против башкирского народа, когда из башкир пытаются сделать русских.
этого нету, никакой критики. Есть критика только определенных представителей из башкирского национального движения, из башкирской общественности, которые сегодня и так пострадали, которые сегодня и так уже сидят в застенках, но их продолжают добивать, продолжают долбить. Надеюсь, что выводы будут сделаны со временем. Я свои выводы уже давно сделал. Я хочу, чтобы башкирский народ сделал свои выводы. И со временем мы, наверное, все-таки спросим с этих людей, для чего и зачем они это делали. Рахмет.